Здравствуйте! В эфире «Время, события, люди», в студии Алана Гадзацева. Праздничные ленты, трогательные слова, слезы радости и расставания и звон колокольчика, последнего школьного звонка. Все это бережно хранится в памяти у каждого человека, и с теплом все вспоминают свои школьные дни. В этом году в Северной Осетии последний звонок прозвучал для 11 тысяч ребят. Время сейчас непростое, но несмотря на ограничительные меры, это праздник, который запомнится на всю жизнь. Во всей стране последний звонок проходит в формате онлайн. Впереди у будущих школьников немало испытаний, сдача единого госэкзамена, поступление в вузы – это хоть и сложные, но приятные хлопоты перед большой жизненной дорогой. Сегодня мы поздравляем всех выпускников, и в нашей студии министр образования и науки Республики Северная Осетия Алания Людмила Вячеславовна Башарина, директор школы станицы Архонская Юлия Васильевна Крутоголова, выпускница той же школы Алина Удовиченко и учитель остинского языка и классный руководитель Ляна Валерьевна Таказова. Здравствуйте, уважаемые гости. Спасибо, что вы пришли. Сегодня такой прекрасный праздничный день, хотя погода у нас совершенно не праздничная. Я надеюсь, это не сказывается на вашем настроении, впрочем, и на нашем тоже. И первый вопрос хочу, конечно, адресовать, Людмила Вячеславовна, вам. Сегодня такой день. Несмотря на все сложности, как прошел праздник, как он проходит, в частности, у нас в Северной Осетии? Добрый вечер. Спасибо за этот эфир, в рамках которого у нас есть еще раз возможность поздравить всех наших выпускников. Я хочу, во-первых, поздравить, конечно же, всех наших выпускников с завершением большого этапа их жизни. Уже в прошлом обращение к ним школьник, теперь они уже почти не школьники. Это взрослые люди, которые уже накануне очень важного жизненного выбора. Кем быть, с чем связать свою дальнейшую жизнь. И поэтому я хочу пожелать им всем здоровья, я хочу пожелать им всем удачи и, конечно же, счастья. И хочу сказать, что мы любим их всех, независимо от того, насколько значимы их удачи, насколько значимы их достижения. Мы любим каждого нашего выпускника, и каждому действительно от всей души я желаю быть настолько счастливыми, насколько желают этого им их родители. Сегодня мы действительно думали над тем, что да, мы не можем провести в связи с известными событиями последний звонок в том формате, в каком мы привыкли это делать, но обойти стороной и просто промолчать в этот день, конечно же, мы не могли. Кроме того, Министерством просвещения проводится соответствующая акция в онлайн-режиме. Это последний звонок. Но мы запустили еще свою региональную, скажем так, акцию «Поздравь выпускника». И несмотря на то, что было очень много опасений, что реакция может быть неоднозначной, тем не менее мы сегодня столкнулись с тем, что действительно нашим выпускникам была создана праздничная атмосфера, очень многим, потому что огромное количество поздравлений мы получили от огромного числа людей, знаменитых, авторитетных людей, просто от родителей, от первоклассников, от выпускников других классов. У нас буквально разрывается наш Инстаграм, потому что огромное число обращений, опубликовать именно их поздравления. И, конечно, даже если мы не можем это сделать, к сожалению, опубликовать все эти более 500 поздравлений на нашей страничке, тем не менее мы, конечно же, всему этому очень рады. И, например, сегодня я поздравляю вас с окончанием учебного года. И, конечно же, я сегодня поучаствовала в последнем звонке онлайн. Это был последний звонок Республиканского физико-математического лицея-интерната. Я планировала, в принципе, посетить в очном формате этот последний звонок, но сегодня я поучаствовала в онлайн-режиме. И, собственно говоря, все те процедурные вопросы, которые у нас обычно имеют место в ходе последнего звонка, сегодня в онлайн-режиме были выдержаны. А расскажите, как вообще это выглядело? Это выглядело таким образом, что в режиме видеоконференции на платформе Zoom были подключены сами выпускники, подключались первоклассники, подключались учителя, подключена была я из своего кабинета, точно так же мне дали разрешение.
И по сценарию каждый, в общем-то, выполнял свою миссию и функцию, которую мы выполняем всегда. Вот также прошла акция, вы сказали, да, всероссийского масштаба, Да. тоже в социальной сети. Да, Вот немного об 38 этом. регионов подключила Минпросвещение к этой акции, в том числе наш регион. В ней участвовал директор 8-й Бесланской школы Алла Тимировна Хаблеева и выпускник 47-й школы. Они также поздравили с этим замечательным праздником от имени республики всю страну. Спасибо большое. Я хочу обратиться вот к непосредственному виновнику нашего праздника. Это к Алине, к выпускнице, ну, уже практически выпускнице, да? Алина, вот скажи, какое настроение, с какими чувствами сегодня? И то, что действительно прошло немножко в необычном формате, в нестандартном, как это было воспринято тобой, твоими одноклассниками? Нами было воспринято это очень хорошо, потому что наша администрация нашей школы очень постаралась, чтобы создать атмосферу праздника. Вот как это выглядело, расскажи. Это выглядело так. Сначала нам прислали приглашение на последний звонок, где была программка. И на сайте нашей школы в Инстаграме наша администрация публиковала видео поздравления от выпускников, от первоклассников, от знаменитых людей и, конечно же, от самой администрации. А вот вы между собой как-то, может быть, общались, может быть, в социальных сетях, может, в скайпе. Ну вот сегодня у вас был такой контакт между собой, между одноклассниками? Конечно. За несколько дней до последнего звонка мы с ребятами договорились сделать видео. И мы сделали видео, где за каждый учебный год собрали фотографии и наложили музыку. Это было очень трогательно. А вот вообще с каким настроением ты сегодня? Вот ты заканчиваешь школу. У всех такое бывает немножко и тревога, и радость, и ну, такие смешанные чувства. Вот ты как себя чувствуешь? Конечно же, грустно, очень грустно. Потому что за 11 лет я настолько привыкла и к педагогам, и к своим одноклассникам. Они мне стали как вот частичкой моего сердца. Они стали моими родными людьми. Что ты можешь сказать вот о своих учителях, о своей родной школе? Я могу сказать то, что наши учителя лучшие во всей России. Это именно те люди, которые идут навстречу, они помогают, они никогда просто так не кричали на нас. Они постоянно поддерживали, помогали в трудную минуту нам. Ну вот расскажи о своих планах, на свою жизнь, вот как ты видишь свое будущее. Для начала я хочу сдать ЕГЭ. И, конечно же, успешно. После этого хотелось бы поступить в институт, получить профессию экономист и дальше уже двигаться как получится. Ну, я тебе искренне этого желаю. Думаю, все присутствующие от лица всей нашей телекомпании, мы тебе действительно желаем, чтобы твои планы осуществились в самом лучшем виде. А сейчас хочу задать вопрос Юлии Васильевне. Вот скажите, пожалуйста, какое у вас настроение? Вы каждый год выпускаете новых ребят в жизнь, вот это, что называется, даете им путевку. С каким чувством это каждый год? Вот не притупляется это ощущение? Нет, скажу вам нет. И это действительно искренне, честно и от души. Да, я согласна с вами, что последний звонок — это одновременно и радость, и волнение, и трепет, и светлая грусть. Грусть, конечно, от предстоящего расставания, от того, что действительно вот последний звонок является символом, наверное, символ, да, уходящего детства. Это заканчивается своего рода определенный жизненный этап, и от этого действительно грустно. Но глядя на наших выпускников, которые и сегодня, и в предыдущие годы выходили из стен школы, могу сказать только, что рада за каждого из них. И мы не навсегда расстаемся сейчас. Они являются очень частыми гостями нашей школы, поддерживают связь. И даже вот на этой неделе, когда мы рассказали об акции «Последний звонок онлайн» и предложили высказать свои слова или пожелания в адрес нынешних выпускников, они с удовольствием откликнулись, даже не находясь вот в нашей станице, присылали нам видео поздравления, пожелания, не только со странички школьной, но и каждый даже на своей личной странице размещал, ну, публиковал хэштег, по которому тоже можно было просмотреть выпускникам эти пожелания. Так что, да, я могу еще повторить, может быть, уже неоднократно педагоги говорили, что с каждым учеником
уходит часть души учителя. Но ведь это и здорово, в этом и наша миссия – растить поколение новое, наше будущее. И, конечно, мы все свои светлые надежды связываем не только с этим выпуском, но и вообще со всеми нашими детками. Хочу искренне пожелать тоже всем в лице Алины, всем выпускникам удачи. Могу только посоветовать быть сильными, смелыми, требовательными к себе. Тогда падут любые препятствия. Ну а жизнь откроет новые горизонты, перспективы, и все обязательно получится. Очень трогательные слова. Давайте послушаем одно из поздравлений, которое поступило тоже вот к нашему Министерству образования для наших выпускников. Dzień dobry wszystkim, witam wszystkich моих nauczycieli. Здравствуйте, дорогие друзья. Очень рад поздравить свою родную гимназию номер 5. Желаю всем своим преподавателям и тем, кто сейчас учится там, всего самого наилучшего. Это замечательная школа. Дай Бог, чтобы она продолжала жить и радовать нас. И это вообще гордость нашей республики, нашего города. Большой привет вам всем из Варшавы. Я вас всех очень люблю и обнимаю. Дорогие выпускники школ Республики Северная Осетия-Алания, я сердечно вас поздравляю с окончанием, и сейчас вам предстоит выйти на большую дорогу, выбрать профессию по сердцу. И очень хотелось бы вас и поддержать, и сказать, чтобы нынешнее время непростое и неспокойное не повлияло на ваш выбор. Вы наше будущее. Мы очень надеемся на вас и ждем вас профессионалами во всех отраслях. Единственное, что мне помнится, когда я закончил школу, что это вот удивительное время, и когда 9 класс закончил, и сейчас совсем выпускники, удивительное чувство и время, когда ты сам делаешь свой выбор. Пусть у вас получится так, как вы хотите. Бесконечно любящий вас Аким Салбиев. Счастливо. Вы должны сделать выбор, что вы сможете сделать в жизни не только для себя, но и для всех окружающих, для нашей большой Родины и для маленькой Осетии. Поздравляю вас с праздником. Хотелось бы пожелать вам здоровья, удачи и успехов в жизни. Ну что ж, такие трогательные и очень важные, очень нужные слова. Это праздник не только выпускников, но и их педагогов. Ляна Валерьевна, хочу к вам обратиться. Вот вы как классный руководитель, который выпускает класс, выпустил класс в этом году. С какими чувствами встречаете этот день? Ой, если вы спросите, с какими чувствами, да? Это первый мой класс, первый мой выпуск, который я выпускаю. И, конечно, такое ощущение, как будто частичка моего сердца, да, уходит вместе с ними. Мы знали, что будет вот такой онлайн дистанционный последний звонок, и мы хотели сделать что-то очень необычное, долго думали и решили сделать им такой сюрприз. Записали видеоклип с Еленой Газаевой песни Басты «Сансар». Почему именно эту песню? Потому что наши выпускники готовили эту песню спеть на последнем звонке. Но когда у нас уже получилось, что у нас последний звонок получился такой нетрадиционный, мы решили немножко переиграть, и сами мы сделали им такой подарок, и эту песню подарили мы им. Это очень трогательно, и эту песню можно будет посмотреть сегодня в нашем эфире программы «Вечерняя смена», чуть-чуть позже. Да. Вот. Ляна Валерьевна, скажите, пожалуйста, вот вы говорите, что частичка души уходит, но ведь каждый ученик, он же что-то и привносит, вот какую-то частичку души и отдает, наверное, тоже. Знаете, действительно это так. Сегодняшний день у нас было столько положительных эмоций.
особенно девочки, да, вы знаете, что девочки более эмоциональные. И сегодня, когда, естественно, встретиться мы не смогли, но каждая из них на нашей дистанционной линейке говорила слова поздравления всем учителям, слова благодарности. И эти слова благодарности были искренне сказаны, с душой. И, естественно, они тоже, да, вот, оставляют свой след в школе. И, пользуясь случаем, я бы хотела тоже им пожелать всего наилучшего. Конечно, в наше время самое главное, это я хочу пожелать им здоровья. И, может быть, в жизни слава не каждого из них возьмет за руку, но пусть успех и удача будут всегда с ними, а мы будем гордиться их достижениями. Дай бог, чтобы именно так и было. Людмила Вячеславовна, вот скажите, вы тоже выпускали, да, насколько я знаю, класс? Ну, наверное, не совсем выпускала. На самом деле, да, я была классным руководителем ряд лет, но после этого я уже перешла в орган управления образованием, ну, параллельно вела часы в этом классе. Ну и так получилось, что, в принципе, да, с 5 по 11 класс мы дошли в разных качествах. Сперва в качестве классного руководителя, впоследствии в качестве учителя. И да, мы выпускали вместе, скажем так. А вот скажите, вот вы поддерживаете связь, вы помните своих учеников, они с вами дружат, как-то общаются? Да, в принципе, я не могу сказать, что я там активный участник каких-либо событий или мероприятий, но тем не менее, когда мы встречаемся, когда мы видимся, всегда мы очень рады. Есть у нас, скажем так, такая связь. Я же говорю, я не могу сказать, что я вот в таком значительном масштабе сконцентрирована в их ну, тем более при вашем графике работы. Да, но тем не менее, всегда мы рады бываем друг друга видеть. И вообще, в принципе, всех своих учеников я всегда бываю рада видеть. Очень часто бывает такое, что проходишь по улице, и с другой стороны улицы кто-то там тебе пытается как-то поздороваться с тобой и так далее. И, конечно, всегда это очень приятно, значимо для любого человека, тем более для учителя. Ну, вот давайте все-таки вернемся от сентиментальной части к прозе жизни, да. Еще предстоит ребятам сдавать ЕГЭ, и вот в каком формате он пройдет в этом году, с какими корректировками? Ну, собственно говоря, главная корректировка – это сроки. То, что меняются сроки, то есть, в принципе, у наших выпускников еще впереди целый месяц для того, чтобы подтянуть некоторые свои пробелы, знания, подкорректировать. Но в принципе, наши выпускники никак не должны почувствовать какие-то изменения. То есть, да, конечно же, те выпускники, которые планируют поступать в учреждения среднего профессионального образования, они освобождены от единого государственного экзамена. То есть для получения аттестата им сдавать экзамены не нужно. Это, конечно же, большое облегчение для данной категории выпускников. Ну а те, которые, собственно говоря, поступают в вузы, они будут сдавать экзамены только по тем предметам, которые им необходимы для поступления. Само по себе отпадает понятие экзамена по математике базового уровня. Это тоже, конечно же, значительный плюс вот в оптимизацию этого процесса. Ну, могу сказать то, что, в принципе, самая главная задача, которая стоит перед нами, это обеспечить все те необходимые санитарно-эпидемиологические условия для того, чтобы экзамен не стал причиной распространения заболевания. То есть мы должны обеспечить всех масками, перчатками, дезинфицировать помещения. Ну, для этого мы предпринимаем все необходимые меры, расчеты производим соответствующие для того, чтобы все у нас, в общем-то, прошло спокойно, в спокойном режиме. Я хотела бы задать вопрос Юлии Васильевне. Юлия Васильевна, вот последнее время образовательный процесс, он шел, скажем так, очень нестандартно. Да? Это было и для педагогов испытание, и для учеников в какой-то мере испытание. Вот скажите, удалось ли все-таки выдать необходимую программу, как шла подготовка к ЕГЭ, и, возможно, она и сейчас как-то будет продолжаться уже в индивидуальном порядке у учеников? Да, я согласна с вами, что детям было сложнее, чем обычно, да, в предыдущие годы. Но ведь до 4-й четверти учебный процесс шел обычным темпом, и в нашей школе подготовка к ЕГЭ была начата еще, наверное, в 10 классе. Уже к осенним каникулам мы знали, какие экзамены дети планируют сдавать. Проведен уже был ряд пробных испытаний, тестирования формата ЕГЭ, и к зиме мы уже знали, с какими предварительными результатами наша школа
будет прикасаться к единому государственному экзамену. Да, было сложнее вот этот дистанционный уровень общения, скажем так, в обычный режим школьной жизни включить, но все учителя были на постоянной связи с нашими выпускниками и 9 и 11 класса. В этом нам помогали и образовательные платформы, рекомендованные Минобром. Вся школа наша подключена на платформе «Я-класс», на которой есть и задания формата ЕГЭ, и можно было прекрасно повторить предыдущий материал изученный. Конечно, это и платформа РЭШ, и рекомендованные ранее, с которыми детки в течение учебного года занимались платформами. И, конечно, нам помогали еще статградовские задания в этом. И все учителя находились, я же говорю, на постоянной связи с выпускниками, которые могли в любое время задать вопросы, если что-то не получалось, или что-то не запомнили, или что-то не усвоили. Но хочу сказать, что вот именно к 4-й четверти основная часть того материала, который необходим для успешной сдачи ЕГЭ, уже была освоена. Нужно просто приводить было в систему эти знания и поработать уже над собой, над тем, чтобы заработать не просто на вот этот минимальный предел, да, а для того, чтобы набрать наибольшее количество баллов. А вообще, вот вы говорите, была определенная сложность в процессе перехода, да, на такой онлайн-режим учебы. Расскажите вот об этом. В чем были сложности, как их преодолевали? Ну, сложность такая, что все мы оказались в ситуации, где планировать надолго вперед трудно было. И благодаря рекомендациям, которые нам и Министерство образования готовило, и Управление образования, мы вот на такие небольшие промежутки. Сначала на один промежуток планировали работу. У кого-то из ребят было все время желание, я не скажу у многих, но у некоторых появлялось, а вот это скоро закончится, можно немножечко расслабиться. Когда поняли, что нет, вот немножечко затянулся этот промежуток, брали себя в руки и все-таки выходили на связь и выполняли задания. Это легко отслеживалось и проверялось. Я хочу спросить Алину. Алина, вот расскажи о том периоде, который выпал на онлайн-обучение и подготовка к ЕГЭ. С каким настроением ты движешься к сдаче? С настроением, ну, тоже довольно-таки хорошим, потому что дистанционное обучение — это все-таки шанс повторить что-то и выучить новое, заполнить свои пробелы и лучше подготовиться к сдаче ЕГЭ. А насчет самого домашнего задания, оно было такое же, как и мы проходили в школе. То есть в обычном, в принципе, ничего особенно отличающегося не было, кроме того, что это происходит виртуально, скажем Да, так. даже можно сказать то, что это было легче, чем обычно, потому что можно получить оценки сразу всему классу, а на уроках такой возможности не всегда бывало. Вот что касается ЕГЭ, ты все-таки так уклончиво говоришь, ну да, там все, но, наверное, есть какое-то волнение? Конечно, есть волнение. Я сдаю профильную математику, русский язык и обществознание. Ну, конечно же, есть волнение, в особенности к математике, потому что нужен очень большой объем знаний, чтобы сдать больше, чем 70 баллов. А больше, чем 70 баллов мне нужно, потому что я золотая медалистка, ну, претендент на золотую медаль. Ну, очень надеюсь, что не претендент, а будущий получатель, да. Желаю тебе успехов в сдаче ЕГЭ, и давайте послушаем поздравления, которые поступили в адрес выпускников Северной Осетии. Я поздравляю всех выпускников Северной Осетии с вашим крутым днем. Ребята, всем огромные поздравления. И знаете что, самое важное, мне кажется, в это непростое время сказать, что главное верить себе, слушать и уважать старших, идти, несмотря ни на что, к своей цели. И тогда вы обязательно ее добьетесь. Неважно, какую цель ты себе поставил, поступить в университет, найти достойную работу, обзавестись семьей, это абсолютно не важно. Главное тот путь, который вы преодолеваете на пути к вашей цели. Ну а мы всегда будем рядом и будем вас поддерживать. Будьте счастливы, слушайте хорошую музыку, учитесь достойно, и пусть все у вас будет хорошо. С праздником! Привет, ребята, школы-интерната Алагирского района. Это Стас Костюшкин. Ну что, я от всей души вас поздравляю с окончанием школы. Я уверен, что вы многому научились
И я уверен, что вы знаете, куда с этими большими и очень нужными знаниями теперь пойти и где их можно применить. Я желаю вам всего самого лучшего. Я желаю вам самой яркой, самой незабываемой карьеры. Я желаю, чтобы вы шли только вперед, не отступали и не сдавались. С праздником, с окончанием школы. Такие поздравления. Ляна Валерьевна, хочу вас тоже спросить, как в вашей школе адаптировались к новым условиям работы? Ситуация действительно была непростая для всех. Расскажите. Да, ситуация действительно была непростая. Это новшество как для детей, так же и для учителей. Да? Учителям тоже было непросто, надо было приспособиться к этому. Но знаете, во всем есть и плюсы, да, свои. Если ученики во время традиционного обучения только 40 минут могли задавать вопросы, какие-то объяснения слушать, а здесь практически, можно сказать, чуть ли не 24 часа в сутки они были на связи, они могли и поздно вечером скинуть свое домашнее задание. И учителя их это понимали, шли им навстречу, с пониманием относились к каждому ученику. И даже, можно сказать, намного активнее ученики работали, чем в традиционной форме, когда мы с учились. чем вы связываете? Почему более активно? Мне кажется, все-таки это связано с тем, что больше времени. Знаете, если, скажем, ребенок после учебы в школе, у них репетиторы, какие-то тренировки, кто посещает тренировки, танцы, приходят уставшие, а здесь уже в любое время можно и скинуть домашнее задание, и в целом, по вашим ощущениям, учебный процесс не пострадал от такой вот перехода на онлайн? Я считаю, что нет. Вот как было сказано ранее, да, все-таки в основном основная часть программы, которая должна была быть пройдена, она была уже пройдена до конца третьей четверти. И четвертая четверть в основном это бывает повтор, закрепление. В любое время дети могли обращаться к учителям своим, задавать вопросы. Учителя шли навстречу, и, мне кажется, плюсы тоже надо находить во всем, и они были. Людмила Вячеславовна, такой вопрос хочу задать. Время идет вперед, школа тоже меняет свои функции, технологии меняются. И вот эта ситуация с ограничительными мерами, она, наверное, как-то стала в какой-то степени стимулом, да, для того, чтобы развиваться в новом направлении. Вот как вам кажется, мы на сегодня, наше образование, оно поспевает вот за этими технологиями и веяниями времени? Наверное, если я скажу, что да, то я буду не права. Конечно же, те технологии, которые сегодня есть, существуют, они ушли несколько вперед. И, собственно говоря, вот этот период дистанционного обучения это как никогда наглядно продемонстрировал, потому что, по большому счету, да, мы были действительно не готовы. Все, в общем-то, приходило по мере решения тех или иных проблем. То есть проблемы были, и они стали очень такими выпуклыми, явными, те проблемы, которые сегодня есть. И если раньше каждый учитель мог уверенно сказать, что он владеет современными информационно-коммуникационными технологиями, то есть и сегодня мы можем точно сказать, что нет, да, не каждый учитель ими владеет, хотя, могу сказать абсолютно точно, за этот период мы очень серьезно продвинулись в этом вопросе. То есть мы стали понимать, что информационно-коммуникационные технологии – это не просто сделать презентацию из нескольких слайдов с учебным материалом, продемонстрировать ее, это несколько иное. Конечно же, теперь, когда мы будем уходить, надеюсь, этого не будет, но тем не менее, всегда мы уходим на карантин по ОРВИ. Конечно же, многие школы это делали, но теперь все школы будут в дистанционном режиме поддерживать образовательный процесс в этот период. Более того, можно в образовательный процесс, и сегодня все это увидели, все эти возможности, огромное количество тех платформ, которые содержат огромный материал, материал продвинутый, материал качественный, который можно использовать на уроках. И вот как было сказано нашей замечательной выпускницей, то, что система оценивания. Благодаря этим платформам, на которых есть возможность оценить одновременно весь класс.
А не так, что вот ребенок сидит в ожидании, то ли меня спросят, то ли не спросят, а спросят за что? За то, что я голову не так повернул, да, или так далее. Или там, в конце концов, по очереди, там до меня когда-то эта очередь дошла. То есть именно вот те проблемы, которые есть у учителя, в привлечении дополнительного материала, в системе оценивания. Все эти вопросы очень легко решаются благодаря этим современным технологиям. И сегодня, благодаря дистанционному обучению, к сожалению, благодаря, но тем не менее, если мы говорим о том, что мы извлекаем позитив из всего, что есть, мы понимаем, что мы прошли такие очень серьезные курсы повышения квалификации именно в плане того, как использовать информационные коммуникационные технологии в нашем... Да, и с моментальным погружением, без всякого... Хотя мы, в общем-то, прошли небольшой теоретический курс, да, то есть небольшая подготовка шла, я не могу сказать, что ее не было. Она была, то есть были рекомендации соответствующие и так далее. Но, откровенно говоря, могу сказать точно для себя, что мы думали, что уровень владения все-таки чуть-чуть выше, чем оказался на самом деле. Я имею в виду наше профессиональное сообщество. Но сегодня я точно могу сказать, мы очень серьезно в этом вопросе продвинулись. И теперь самое главное, нам не потерять вот эти навыки, не потерять эти компетенции приобретенные, а в дальнейшем их использовать в образовательном процессе. И сейчас я предлагаю такой маленький блиц-опрос. Я задам каждому из вас вопросы, и вот вы должны будете на них оперативно ответить. Это вопросы такие легкие, праздничные. Вот давайте прямо начнем с Людмилы Вячеславовны. Людмила Вячеславовна, помните ли вы свой последний звонок? И если да, то что вам больше всего запомнилось? Ну да, я помню наш последний звонок, могу охарактеризовать его одним словом – умеренность. Вот вообще для нашего времени было характерно во всем была умеренность. То есть сегодня последний звонок – это, конечно, совершенно такое вот красочное явление, эти ленты, банты. И так, в общем, чего там только не бывает. Это просто иногда думаешь, господи, откуда взяли они столько фантазий, чтобы все это придумать. В наше время все было более академично, все было более умеренно во всем. Да, я вот еще до эфира вам говорила, почему-то помню это ощущение, что по сценарию предполагалось, что на последнем звонке все должны заплакать, но почему-то я не могла заплакать, и меня это очень обескураживало, потому что получалось, что я как-то выбиваюсь из общепринятой рамки. Вот это я почему-то очень помню. Все прошло очень спокойно, мы поздравили учителей, они поздравили нас, собственно говоря, вот... спокойный, умеренный академичный праздник. Ну, у Алины совершенно свежие еще воспоминания, поэтому мы этот вопрос переадресуем Юлии Васильевне, извините. Да. Но если говорить о том, как проходил у меня последний звонок, то я все-таки хочу начать с традиций нашей школы. Очень многое из моего времени мы пронесли через годы и повторяем сейчас для наших выпускников. Это, конечно, подготовка накануне десятиклассниками здания школы, украшение лестницы листвой, именно лестницы, ведущей на этаж, где находится кабинет выпускного класса. Обязательно десятиклассники помещали в классном кабинете, где 11 класс находится, какие-то пожелания, какие-то фотографии. Я даже могу сейчас показать часть из этого. Вот колокольчики устанавливали. Первоклассники всегда готовили небольшие сувениры. Вот в том году, например, первоклассники выпускникам подготовили такие пожелания лично каждому выпускнику, упакованные отдельно, но у меня, к сожалению, это не сохранилось. Не только первоклассники маленькие подарочки делали, а также учителя, предметники и классный руководитель. Вот я тоже с того года у выпускницы взяла, у меня просто дочка в том году выпускалась, и у меня вот сохранилось. Здесь на фото и 1 класс, и 11 класс, но внутри сладкие подарки тоже с пожеланиями находятся. Сейчас эти традиции сохраняются. Конечно, линейка, я согласна с Людмилой Вячеславовной, более нарядная, пышная такая, необычная, но традиции и опять же по ходу линейки они тоже остаются еще вот с тех лет. Да, это, конечно, и гости приглашенные, и бывшие выпускники, и учителя-ветераны. Но как-то у нас всегда много было творческих номеров, да, были определенные временные рамки для этой линейки, но все равно много успевалось показать, чему научились младшие школьники. Конечно, традиционно первоклассники свои слова напутственные говорили выпускникам. Ну и хочу сказать, что в конце линейки у нас были голуби, сейчас дети
дети часто выпускают в воздух шары с пожеланиями. Обычно это тоже как-то вот настолько атмосферу праздника создает, и все находящиеся на линейке этот трогательный момент переживают с волнением, вспоминаю свое. Поэтому я не только как учитель волнуюсь на этой линейке, но и вспоминаю свои школьные годы с трепетом и волнением, возвращаюсь в свое школьное время. И, может быть, даже и завидую тому, что сейчас дети видят намного больше и лучше, чем это было когда-то у нас. Очень трогательно вы рассказали, я тоже вспомнила свои какие-то приятные моменты. Ляна Валерьевна, а может быть вы тоже вспомните какой-то яркий, запоминающийся момент? Знаете, а я свой последний звонок всегда перед глазами, он у меня ежегодно. Почему? Потому что я учитель 27-й школы, я и выпускница 27-й школы. Это была моя мечта всегда. С 1 класса я мечтала стать учителем. И стоя на линейке, на последнем звонке, я помню вот это мое желание, я вернусь в свою родную школу. Я постараюсь, я сделаю все, чтобы вернуться в свою родную школу. Вот эти ощущения и ежегодно вот эти линейки я вспоминаю свою школу, потому что практически она у нас не изменилась. Конечно, хоть она у нас после реконструкции стала намного красивее, намного комфортнее, уютнее, но все равно стены остались те же самые родные. Вы исполнили свою детскую мечту. Я исполнила свою мечту. Это здорово. Я надеюсь, что нынешние выпускники так же, как и вы, исполнят свои мечты. Я им желаю этого. И еще один вопрос, тоже я его адресую всем. Ваше самое яркое воспоминание из школы, Людмила Вячеславовна? Наверное, в школе самыми яркими воспоминаниями, наверное, вот моего периода, опять-таки, если мы возьмем, всегда традиционно школьники с 10-11 классов выезжали в Москву, еще куда-то по путевкам всегда. И, наверное, самым ярким воспоминанием для меня вот стали, наверное, я вообще, скажем так, сейчас все меньше, но тем не менее люблю посещать какие-то незнакомые места. И для нас это был вообще практически первый такой выезд. Мы увидели этот в Москву 2 раза мы ездили. Я помню, что это, наверное, было самое яркое вот такое впечатление, которое вот с классом, все вместе, на Новый год и так далее. Вот это было очень ярко. То есть посещение столицы вот до сих пор вы это храните? Вот это было таким очень важным школьным событием, да, для нас. Интересно, что для Алины самое яркое событие в школе? Для меня самое яркое событие – это выпускной в 9 классе, потому что это было незабываемо. Получилось так, что мы с девочками все пришли в розовых платьях, и это выглядело как какая-то вечеринка с дресс-кодом. После этого мы собрались всем классом и поехали на природу. Это были настолько теплые воспоминания, и помню я их до сих пор, потому что много ребят ушло. Нас осталось только 8-10 человек. И то в процессе учебы некоторые опять-таки ушли. Учиться в другие... В колледже, да, вот уходили. Вот такое воспоминание. Юлия Васильевна, ваши воспоминания? А у меня это школьные вечера. Это осенний бал в конце первой четверти. Это, конечно, день учителя, когда в школе день самоуправления, и выпускники 11 классов проводят уроки. И вообще в этот день и администрация у нас представлена выпускниками. Это, кстати, я тоже, как и моя коллега, ученица своей же школы была, выпускница этой же школы. То есть в этой школе я уже очень-очень давно. И вот эти школьные мероприятия, когда весь классный коллектив работал как одно целое, чтобы это мероприятие понравилось всем. Вот, это объединяло нас, и мы были очень дружными, веселыми. И хотелось, вернее, не хотелось, как Алине, наверное, уходить из школы, потому что вот
там был действительно наш дом, и хотелось больше там времени проводить своего. А вечера действительно проходили на высоком уровне. Конечно, рядом с нами всегда были учителя, но именно идеи, какие-то новшества шли, конечно, как и сейчас, идут от молодежи, от нас. Нам не мешали, нам разрешали, конечно, все в меру должно было быть, но вот моим таким яркими воспоминаниями являются эти школьные мероприятия, которые, опять же, продолжаются и в нашей школе и до сих пор. Как в родном доме. Ну да. Ляна Валерьевна, а ваши воспоминания самые яркие? У меня самые яркие воспоминания – это всегда подготовка к внеклассным мероприятиям. Вот это время общения внеурочное, да, вот оно бывает самым ярким, самым запоминающимся. И допоздна ты стараешься, чтобы все у тебя, все именно у вашего класса, да, получилось все идеально. Чтобы от души поздравить учителей, это были и подготовки ко Дню Учителя, это и новогодние, это и на 8 марта поздравления учителям. И, конечно, у нас таких возможностей не было, да, как сегодня вот у нынешней молодежи, у нынешних выпускников столько возможностей, все своими усилиями, кто-то танцевать, кто-то петь. Вот это вот самые незабываемые моменты вот, подготовки вот, к всяким вечерам. Да, ну и какой праздник вот без каких-то веселых историй, потому что с каждым они наверняка происходили. Может быть, это какие-то казусы, курьезы, какие-то смешные случаи, как в педагогической практике, так и, может быть, вот когда когда учились в школе. Можете припомнить что-то, Людмила Вячеславовна? Ну, историй всегда много. Ну, они, наверное, интересны только и участникам, в общем-то, этой истории. Поэтому, да, я думаю... Может быть, Алина что-то веселое вспомнит из вашего? Много было веселых моментов. Ну, если вспомнить даже наш последний день учителя, то мы купили воздушные шарики. И нам нужно было сделать дерево из воздушных шаров. В итоге получилось не дерево, а какой-то кустарник. Вот и все. Вот это была очень смешная ситуация. И потом мы всем классом ходили и объясняли, что нет, это не кустарник, это дерево, оно растет вверх. Вот. Ну, это довольно сложно сделать из шаров дерева. Это надо обладать какими-то навыками. Да. А у меня интересная такая была ситуация, когда лет 5 назад, опять же, на День учителя почему-то, вот мы с Алиной солидарны в этом, 11 класс, ответственный за День дублера, совсем не ожидал, что учителя способны на какие-то школьные шалости, как и дети. И мы договорились, я тогда была заместителем директора по учебной части, мы договорились с педагогами, что мы спрячем журнал одного из классов. Вы не представляете, какой переполох поднялся среди нашей школьной администрации из выпускников. Вот. Ну, конечно, потом все разрешилось очень хорошо и весело. Вот. Но они не ожидали от нас такого. И мы им сказали, что да, вот в жизни бывает всякое, нужно быть готовым ко многому. Вот. Ну, был праздник. Такая юмористическая ситуация им тоже пришлась по душе. Они до сих пор тоже вспоминают, приходя сейчас в гости, мы, видя даже друг друга, сразу вспоминаем вот эту вот историю. Ну, в вашем случае все закончилось хорошо. Очень хорошо, конечно. В нашем случае все закончилось печально, с наказанием тех, кто спрятал журнал. Но у нас шкодили сами учителя, получается. Конечно, журнал не пропал, он просто был убран из обычного места в другое. Но немножко поволновались наши выпускники. Ну, ничего, это будет такой урок на будущее. Конечно. А у меня самое такое запоминающееся событие было 8 марта. Снег с дождем. Наш классный руководитель Трегуб Елена Алексеевна, она нам преподавала математику, она заболела. И как это не поздравить своего классного руководителя? Мы купили торт, собрали свои копеечки, которые нам были выделены на буфет. Купили торт, купили цветы. И вы представляете, мы всем классом пошли к ней домой поздравлять ее.
Она, когда нас увидела, а потом мы уже по истечению времени, конечно, вы представляете, когда она увидела целый класс, она нас завела, она нам очень обрадовалась, напоила нас чаем. Этот торт, естественно, мы сами съели, который мы ей принесли. И вот выходим обратно, стоим на остановке. Тогда же маршруток не было, ждем автобус. И мы так испугались, нетрезвый мужчина стоял за нами. Мы тогда учились в 7 классе. И мы очень хорошо запомнили, как он ругался. Какие женщины, такая и погода. Холодно, снег с дождем. Ну вот это было самое такое событие запоминающееся, знаете. Приятное воспоминание. Да. И давайте я предлагаю послушать те поздравления, которые в адрес выпускников направили самые разные люди. Давайте еще раз их послушаем. Дорогие наши выпускники, вот и заканчивается ваша школьная жизнь. 11 лет назад вы в школу пришли такими же маленькими, такими испуганными детьми. Вы боялись, чтобы ваши мамы вас не потеряли. И началась ваша школьная жизнь. У вас были первые 5, первые 2, вы научились спорить, вы научились учиться. И всегда с вами были ваши преподаватели. И вот теперь этот день настал. Наступает момент, когда вы вступаете во взрослую жизнь. Наступает последний звонок для школы. Я первоклассник Максим. Перед вами ваше будущее поколение, которое идет по вашим стопам, которое также будет учиться жить, учиться спорить, учиться быть человеком. Очень хочется пожелать вам, чтобы вы всегда были опорой не только для вашей семьи, для всей нашей страны. Удачи вам, ребята! Ваша Татьяна Васильевна и первоклассник Максим. Дорогие ребят, сегодня последний звонок. Сегодня праздник. Пусть он проходит в каких-то таких необычных для всех нас условиях, но от этого он не менее значим, он не менее будет вам дорог всю вашу жизнь. Найдите себя, найдите свое счастье, найдите свою единственную профессию, свою единственную женщину, своего единственного мужчину, найдите свою любовь. Завтра ваша школа, ваша привычная среда станет уже прошлым. Не забывайте о том, что прошлое – это родина души, поэтому несите всю свою жизнь любовь к родине, любовь к своему дому, любовь к друзьям, конечно же, к своей родной школе, к учителям. Счастья! Дорогие выпускники 2020 года! Вы, наверное, не так представляли себе окончание вашего школьного приключения. Но пусть это будет самым большим разочарованием вашей будущей взрослой жизни. Как и многие выпускники 5-й легендарной гимназии, вы легко будете преодолевать все свои трудности. Удачи вам, успехов! С первым серьезным достижением вас! Ура! Такие трогательные, теплые поздравления. И давайте все-таки еще раз поздравим наших выпускников и на этом будем резюмировать, завершать наш эфир. Вот сейчас было сказано самое замечательное, наверное, самая замечательная фраза весь день. Пусть вот сегодняшние неурядицы с последним звонком станут самым действительно большим разочарованием и самой большой проблемой для наших выпускников. И тогда, я думаю, все у них будет замечательно. Но хочу сказать еще раз, действительно, наши дети, это моя постоянная фраза, это не дежурная фраза, это действительно мои искренние слова. Я действительно уверена, что наши дети намного лучше нас. Они намного лучше и они более чуткие, они умеют больше сопереживать, они более искренние, они честнее, чем мы. Это действительно так. И самое большее, в чем нуждаются наши дети, это настоящая любовь. И я желаю каждому ребенку сегодня, пока что мы их так называем, но тем не менее, каждому нашему выпускнику жить среди людей, которые их любят. И, конечно же, это их защитит, конечно же, это сделает их более сильными, хотя в жизни бывает всякое. Но, тем не менее, я просто обращаюсь к выпускникам этого года.
Вот как бы трудно вам ни было в этой жизни, всякое бывает, просто вспомните сегодняшний день, что несмотря на вот эти неурядицы и проблемы, которые существуют, мы действительно искренне хотели, все мы, учителя, родители, вот люди, которые, в общем-то, посторонние по большому счету, мы все искренне хотели создать для вас атмосферу праздника. Мы все хотели вам показать, как мы вас любим и насколько вы нам дороги. Может быть, это не получилось так, как это получилось бы в рамках традиционного последнего звонка, но тем не менее это то, что мы могли сделать в тех условиях, в которых мы находимся. И я хочу сказать, дорогие наши выпускники, мы вас всех очень-очень любим. И каждый из вас для нас ценен и важен. И как бы ни случилось, что бы ни произошло в жизни, я абсолютно уверена, что в школе всегда вам будут рады, что в школе всегда ваши учителя найдут те слова поддержки, которые, может быть, вы не находите в обычной жизни. Поэтому любите свою школу, поэтому любите своих учителей. И хочу еще сказать сегодня, обратиться к нашим учителям. Я поздравляю наших учителей с завершением учебного года. Каким бы он ни был, тем не менее, он завершается, учебный год. Впереди у нас горячая, как обычно, пора единого государственного экзамена. Я очень надеюсь, что мы ее преодолеем, и все у нас будет хорошо. Спасибо вам огромное за тот период, который мы вместе с вами прошли, дистанционного обучения, вообще весь учебный год, который у нас был непростым. Хочу обратиться к родителям. Да, несмотря на некоторое негодование, опять-таки, связанное с известными событиями, я хочу поблагодарить всех наших родителей за то, что они всегда рядом с нами, за то, что они участвуют во всех тех наших начинаниях, во всех тех наших событиях, явлениях, которые мы хотим сделать для детей и детям. Поэтому огромное спасибо всем и с праздником! Праздником. Сегодня было сказано очень много добрых, теплых слов, и буквально вот по одной фразе наше эфирное время подходит к концу, но все-таки вот давайте начнем с педагогов и завершит Алина. Ну, мне хочется, чтобы школьные годы все-таки остались в памяти детей чередой ярких, радостных событий. Конечно, пусть не пугает наших выпускников жизненный шторм, а тот опыт, который они заработали в школе, направлял их по жизни, а сердце их было открыто всегда добру и любви. Удачи, выпускники, в добрый путь! На сегодняшний день самая основная их задача – это сдача экзаменов. Я желаю им сдачи экзаменов так, как они сами этого хотят. Удачи им. В жизни несколько дорог. Она состоит из множества дорог. И каждый ученик сам выбирает себе дорогу. Пусть каждый из вас выберет достойную дорогу и идет по этой дороге навстречу своей мечте с гордо поднятой головой. Еще раз, мои выпускники, выпускники нашей республики, с праздником вас! Ну и, Алина, хотелось бы, чтобы ты тоже поздравила своих одноклассников и тех, кто сегодня заканчивает школу. 11 класс, Орхонская 2. Я вас поздравляю, ребята. Желаю вам всего самого наилучшего, чтобы ваши результаты на ЕГЭ показали тот уровень, который вы хотели увидеть, чтобы вы поступили везде, куда хотели. И также я хочу не только свой класс поздравить, но и вообще всех ребят, которые сдают ЕГЭ, чтобы у них все было хорошо. Мы присоединяемся к этим поздравлениям. Спасибо, что были сегодня с нами в этом эфире. Поздравляли всех выпускников Северной Осетии. Что ж, вот и прозвучал последний звонок. И давайте мы этот колокольчик, чтобы он зазвенел все-таки. Да, но я хочу не маленький достать, да, а наш колокольчик, который существует в школе со дня ее основания, с 1972 года. Да, может быть, он не такой красивый, но нам он очень и очень дорог. Ну что? Пусть выпускник. Алин, давай. Давайте. Вот так Добрый вот. путь. Добрый путь, да. Открытых вам дорог, смелости, воли, конечно, удачи. На этом наш эфир завершен. Всего доброго.